Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня 180-я наша встреча из цикла передач по истории Русской Церкви. Московский период, ересь Башкина и Косова. Насколько в московском государстве, хотя бы и в белоозерских только дебрях, было распространено вольномыслие, трудно судить. Но по признанию самого Башкина, критицизмом заражены были многие. При допросах по делу Башкина некоторые единомышленники признавались, что святым иконам не поклонялись, да и уложили пред сего под казнью, что им и впредь святым иконам не поклоняйтесь. Если речь идет даже о какой-то клятве и казни за ее нарушение, стало быть, это была группа достаточно организованная и могущая терроризировать отступника и мстить ему. Более всего подходит к такой сплоченности уже готовая форма монастырских групп. Курбский, в это время перекочевавший в Литву, более определенно говорит, что среди монахов Кириллова-Белоозерского монастыря есть секта, которая считает авторами соборных апостольских посланий не апостолов, а старцев-пресвитеров. Типичный левопротестантский критицизм. Тот же Курбский сообщает нам, что по указу царя Иоанна IV митрополит Макарий повелел он их ругателей везде и мати, хотящие истязать их о расколах их. Ими же церковь возмущали, и где елико аще обретено их, везде имано и провожено до места главного московского, паче же от пустынь заволжских, бо и тама прозебоша она ругание. О некоторых из них, вольнодумных монахов, мы узнаем поименно в связи с возникшим на этой почве делом игумена Артемия. Итак, дело игумена Артемия. Артемий был постриженником преподобного Корнилия Комельского в 5 верстах от города Грязово Вологодской губернии. В 1536 году Артемий по благословению преподобного Корнилия перекочевал на жительство в Порфирьеву пустынь Кирилла-Белоозерского монастыря. В 1548 году монахи Корнилиева монастыря, ценившие своего постриженника, пригласили Артемия по смерти преподобного к себе в настоятеля. Артемий, видимо, был головой выше других, и слава о нем была столь велика, что в 1551 году по просьбе братьев Троицы Сергова монастыря царь вызывает Артемия из захолустья и при всем нежелании самого Артемия ставит его игуменом знаменитой лавры. Нечестолюбивый идеалист Артемий исполнял это послушание царю только в течение 6,5 месяцев и снова убежал в излюбленную им пустыню. Сам знаменитый кремлемский протопоп Сильвестр свидетельствует нам: «Не по мнозе времени Артемий игуменство оставил за свою совесть и отыди в пустыню». Еще подробнее о том же свидетельствует бывший духовник Башкина Симеон. Побыв на игуменстве, и он видит, что душе его не в пользу игуменства, и того ради игуменства оставил, хочет себе внимати, чтобы от Бога не погибнуть и душею, и Христовы заповеди совершите, и евангельские, и апостольские, и от своей руку питайтесь, пищу и одежду доволитесь. Курбский поясняет: «Отошел в пустыню и царя не послушал от того великого монастыря, много ради мятежу и любостяжательных, издавна законопреступных мнихов». Эта характеристика Артемия доказывает, что к делу об еретиках знаменитый игумен и, как увидим, и некоторые его ученики привлекаются не за какую-то доказанную ересь, а за свое знаменитое русское монашеское направление так называемого нестяжательства. Митрополит Макарий, как известно, возглавлял собой в тот момент официальную партию стяжателей.
На очные ставки и Башкин, и некоторые другие обвиняемые, очевидно знавшие по нестяжательской среде выдающуюся фигуру Артемия, а теперь одержимые интересом самооправдания, стали обвинять Артемия, что он не истинствует христианскому закону. Артемий, видя всю опасность этого клеветнического сговора, самовольно сбежал в Заволжье. Там его снова арестовали и привезли уже для личного суда. Да привлекли к суду и некоторых из учеников и выдающихся единомышленников его. Все, как показывает дело, за нестяжательство. Это были знаменитый миссионер, креститель Лапарей или лапландцев Феодорит, в тот момент бывший уже архимандритом Суздальского Ефимиева монастыря, монах Савва Шах, соловецкий монах Исаак Белобаев, бывший старцем в монашестве рязанского епископа Кассиана. Нервно больной Кассиан прорвался и начал хулить книгу Иосифа Волоколамского на новгородских еретиков, то есть просветителя. Тут же на суде его постиг удар паралича, отнялась рука, нога и онемел язык. Как больного его удалили с кафедры в монастырь. По всем приметам виной его было нестяжательство. Так и Феодорит был подвергнут заключению на 1,5 года в Кирилловом монастыре. Но он был столь нужным человеком с его знанием греческого языка, что его освободили и послали в 1557 году в почетную миссию в Константинополь хлопотать перед патриархом об узаконении титула царя Московского, присвоенного молодому Иоанну IV при его короновании. Главные и подобные обвинения на этом судьбище были сосредоточены на личности Артемия. Сам Артемий все обвинения против него считал по существу ложными и себя не признавал виновным ни в чем, кроме тех фактических случаев, где он дал повод своим клеветникам по недоразумению обвинить его. Как открытый нестяжатель, Артемий никогда не держал язык за зубами и дал обширный материал своим обвинителям, стяжателям. Обвинителем Артемия выступил и Башкин, которого в период своего увлечения протестантизмом, вероятно, услаждался свободными суждениями Артемия. Из Троицкой братьи против Артемия выступили и бывший игумен Иона, и келарь Адриан Ангелов, и монах Игнатий Курачев. Достали свидетелей и из Белоозерья, кирилловского игумена Симеона и бывшего игумена Ферапонтова монастыря Нектария. В то время как Башкин обвинил Артемия в отрицании преданий святых отец и иконного поклонения и в необязательности всего, чего нет в Евангелии апостоле, сам Артемий снисходительно смотрел на заблуждения Башкина, называл их не ересями, а простыми его глупостями, говорил, будто бы ныне еретиков нет и что не следует предавать еретиков казни. Симеон, слышав от Артемия, не ведают того, что ересь, сожгли Курицына до Рукавова, и нынеча того не ведают, про что их сожгли. Артемий пояснял, не про других говорил, а про себя, что не знаю, за что сожгли. Нектарий свидетельствовал, да Артемий же новгородских еретиков не проклинает, и латин хвалит, и поста не хранит. Артемий не отвергал поста, а когда случилось быть в миру, нарушал. Иона показывал, что Артемий хулу говорил о крестном знамени. Нет где в том ничего прежде де сего на челе своем знамение клати, а нынеча своим произволением больше на себе кресты кладут, да и на соборе, где о том крестном знамени слово было, да не доспели ничего. Арсений пояснял, что говорил Ионий не про крестное знамение по существу, а про нынешний собор, разумев стоглавый собор, действительно беспомощный в его богословско-историческом невежестве. Келарь Адриан слышал от Артемия: «Петь обедни и панихиды по покойникам бесполезно, этим они от муки не уйдут». Артемий разъяснял: «Я говорил про тех, кои жили растленным житием и люди грабили, а после смерти начнут по них петь панихиды, а что Бог приношения таких не приемлет, тем и не избысть им муки». Продолжим в следующей передаче.
До свидания.